Столичные улицы, загрязненные всеми видами мусора, в последнее время являются самой актуальной темой среди горожан. Негативными обсуждениями полнятся практически все социальные сети, не оставляют тему без внимания и сами журналисты, чтобы хоть как-то изменить ситуацию к лучшему. Для того, чтобы обсуждения были полными, участники школы журналистики спросили мнение одной из работниц ЖКХ, Зулайхо Шодиевой, которая нередко возмущается безответственностью населения города во время своей уборки на улице. Конечно, состояние не всех улиц города является плачевным. В центральных районах можно отметить отрадное наблюдение, что все же местами мусорные баки и урны используются по назначению. Хотя и здесь можно встретить урны, в которых по непонятным причинам отсутствуют вставные баки для мусора. Одна из жителей столицы видит причины подобного состояния городских улиц прежде всего в безответственном поведении самих жителей Душанбе. Здравствуйте, меня зовут Суман. Я бы хотела сказать несколько слов о нашем городе. Я считаю, что он довольно чистый, но из-за того, что некоторые сограждане не соблюдают норму гигиены, создается общее ощущение грязи в городе. Корреспонденты школы журналистики также побеседовали непосредственно с самим уборщиком мусора, который ежедневно следит за чистотой в одном из районов города. خیلی داری نبرو. باید همونجا برای پرتوش. من خیلی دارم. یعنی سیوم که اینا رفته سایه نه. میشه. عبیزاتی نه باید طور لپر. اینا. ما چه میشه؟ باش خیلی پاکه. نه توگریشی. زست سامی کلامانی اشیب که نه نشو. ماشینا پوزن. خیلی. اون زبیرات نداری کنترل. پول نبودی. ولی دی خود نگدی برست. потом они бросают на землю. И завал начнут. А как часто приходит машина? Через 3-4 дня. Нередко на городских мусорках можно встретить и внештатных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, сортирующих мусор по категориям, а также следящим за тем, чтобы добро, выброшенное небережливыми жителями, не пропадало зря. Также нередки случаи и с загрязнением городских арыков. Зачастую мусор скапливается не только в труднодоступных для очищения местах, но и заполняет целые арыки, где образуется в конечном итоге гниющая и зловонная жижа. Вода в таких арыках загрязнена настолько, что даже животные не имеют возможности из нее попить. Следует отметить, что с 2005 по 2015 года в республике объявлена международная декада действия «Вода для жизни», в которую также входит и чистое содержание арыков, водоемов и так далее.